Имәндең көс куәте тамырдары менән улынына бәйле булһа, халыктың яшәү куәте уның үткәне, бүгенгеһе һәм киләсәгенең тыгыз бәйләнешендә. Ошо хакыйкатьте һәр сак исендә тоткан халкыбыз бүген дә олы мәйдандарда милли бәйгеләр оештыра. Сибай калаһының туган көненә арнап үткәрелгән угату бәйгеһе лә шундай күркәм сараларның береһе булды. Тарихи үткәндәрде өйрәнеп, борынгы кәсеп шөгыльләребезне тергеҙеү менән бергә халкыбызның угату осталыгын камиллаштырыу, уны милли спорт уйыны буларак үстерү максатын күҙ уңында тотоп оештырылган күркәм сара Тотош төбәк халкы өсөн рухиятле һәм әһәмиятле вакыйгага әверелде. Йәмгыятьселектең бердәмлеге, оештырыусыларның тырышлыгы менән сара дәррәү һәм ойышканлы үтте. Уҡсылар конкурсы Сибай, Учалы, Әбйәлил, Баймаҡ, Бөрйән, Хәйбулла, Өфө, Ҡырмыҫҡалы тарафтарынан килгән 25 мәргәнде майҙанға йыйҙы. Уҡ ярыштарына йөрөп торабыҙ. Урындар алабыҙ, ҡайһы нейҙәрҙә. Был мәргән уҡсыла беренсе урын Кубок Евразияны алды. Был Учалы районында, Уральский ҡасабаһында ярыш булды, анда икенсе урынды алдык. Наурыз ауылында булды ише бер ярыш. Анда беренче урынды алдым. Беренче фестиваль нейдә булды? Гафури районында. Шунан алып, шу ярыштарга йөри башланган. Уҡатыу менән быйыл январь айында ҡатнаша башланым, ҡыҙыҡһына башланым. Өфө йыйылма командаһы бергәләшеп шайтып төрлө сығыштар яһап, Учалы ерендә, шунан Торатауҙа ҡатнаштым. Хәҙер инде менә Сибайға ла килеп киттек. Үҙемнең ҡаламда тигән. Миңә нисектер күптән ҡыҙыҡһынып, үҙемә оҡшай ине шуға. Хәҙер йәлләмәйем, башта көсөм янда тартырға көсөм етмәй ине. Хәҙер Аллаға шөкөр. Анда һиҙгерлек кәрәк, сөнки анда нисек атыуыңды алдан үҙеңнең тойомоң менән генә атып була инде. Шул ҡайҙа уғың барып төшә, ул һинән генә тора. Ҡаланың өлгөлө өгөлдәр ансамбленең дәртле бейеүе, Динар Ласынов башҡарыуында рухлы йыр һәр мәргәнде сәмләндереп, уларға дәрт ҡеүәт өҫтәне. Ярышта һәр мәргән бер нисә һынауҙы үтергә тейеш ине. Тәүҙә улар 20, 30, 50 метр алыҫлыҡтан уҡты сәпкә оҙатты. Унан хәрәкәт итеүсе һындарға һунар асты. Был ярышта шулай уҡ уҡсыларҙың кейеменә лә ҙур иғтибар бирелә. Һәр хәлдә бәйгеселәр был тәңгәлдә лә һынатманы. Һөҙөмтәлә Сибай ярышында иң мәргән уҡсылар исемен Бөрйән районынан аталы уллы Денис һәм Сымбулат Юлбирҙиндар, Баймаҡтан Вәсил Ҡәйепҡолов яуланы. Уғатыу халҡыбыҙҙың боронғо шөғөлдәренең береһе, шуға күрәлер ҙә был спорт төрө тергеҙелеү менән уға ҡыҙыҡһыныу артҡандан арта бара. Уҡсылар үҙҙәре бындай сараны ир-егеттәрҙең дәрәжәһен күтәрә торған йыйын тип һанай. Сибай ҡалаһында дәррәү үтеп киткән мәргәндә ярышы ла киләсәккә ҙур маҡсаттар ҡуя. Ойоштороусылар билдәләүенсә, был бәйге Сибай кантон исемендәге ҙур турнирға нигеҙ һаласаҡ. Многие люди предпочитают проводить время со своими близкими. Так и на День города было организовано праздничное мероприятие, которое собрало семьи и придало красочный тон этому прекрасному празднику.
Само название «Отдыхаем всей семьей» говорит за себя. Люди приходят сюда со своими родными и близкими, чтобы в атмосфере праздника вместе хорошо провести время. К началу торжества в небе засияло солнце, и полные летнего веселого настроения собравшиеся с нетерпением ждали начала мероприятия. Для присутствующих гостей была организована большая праздничная программа, которая не давала скучать никому. Танцы, песни, море развлекательных игр для детей и подростков. Так, например, в начале фестиваля был организован конкурс рисунков на асфальте. Дети с большим желанием приняли в нем участие. Мы с сестренкой рисуем колесо обозрения на фоне фейерверков. Стараемся, а потом мы будем писать снизу «С Днем города». Думаем выиграть. С Днем города, Сибай. Всех людей праздников. Я рисую солнышку свою маму и пишу имя. А теперь наша маленькая девочка. Да. Идем сюда. Держи мячик. Алтынай. Люблю. Очень. И хочу везде покататься я. Всем с Днем города. Наблюдая за творческим процессом создания рисунков и концертными номерами, взрослые тоже получали особое удовольствие и, самое главное, праздничное настроение на весь день. Мы приехали из Дружбы. Я Гузель, я с внучкой, с дочкой, со свахой приехала поздравить, участвовать в этом Дне города. Мы любим Сибай. Мы считаем его тоже своим. Спасибо за праздник. Вот у меня внучка рисует. Спасибо за праздник. Пришли со своими детьми, у меня 3 девочек. Желаю, конечно, чтобы наш город процветал, чтобы благополучие граждан росло. Все у всех было хорошо. У нас в последнее время меняется город в лучшую сторону, да, появляется очень много красивых мест для отдыха детей. Ну и желаю, чтобы эта тенденция продолжалась, и чтобы всегда все были счастливы и любили наш любимый город, нашу любимую республику. Живу здесь уже почти 25 лет, с самого рождения, закончила здесь и школу, и садик, правда училась не здесь, работаю тоже здесь. Поздравляю всех горожан с праздником. Отрадно, что каждый год у нас все шире и шире, город становится все лучше и лучше. Желаю, чтобы город процветал, чтобы молодежь наша не уезжала, чтобы оставалась в городе. Присутствующие на празднике горожане могли, что называется, не отходя от кассы, здесь же приобрести сладости и напитки. Организаторы позаботились обо всех моментах, чтобы праздник приносил людям только положительные эмоции. Поздравляем всех с праздником, с Днем города. Это одно из событий главных нашего города. В этом году было очень много сделано для города, очень много было выделено денег и очень много было именно освоенных. И я очень рад, что каждым месяцем город преображается, очень много асфальтом, очень много сделано площадок игровых. Город становится красивее с каждым годом. Тики-тики-тики-так-так-так, тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики минуты берегут. Тики-тики-тики-тики-так-так-так, тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики лениться не дадут. Тики-так, тики-так, мы без часиков никак. В плотной программе Дня города почетные гости праздника нашли время побывать на открытии нового фитнес-клуба «Боди Клаб». Он создан по инициативе и поддержке депутата Совета городского округа Сибая Дениса Назарова. Клуб, как заявляют специалисты, построен по мировым стандартам. Клиентов ждут современные тренажеры, сертифицированные инструктора. Само помещение поделено на зоны. Есть кардио и силовые занятия, групповые программы тренировок на оборудовании фирмы FitExPro. Здесь преподают аэробику, стретчинг, сайклинг, пилатес, йогу. К услугам любителей спорта, сауна, вертикальный солярий и фитобар. Скрупулезно подходили к выбору силовых тренажеров для того, чтобы любой человек, который либо профессионально занимается, либо любительски занимается фитнесом, мог прийти сюда и найти себе что-то по вкусу в любом случае. Также, кто приходит с детьми, у нас есть игровая детская комната, где можно ребенка оставить и пойти спокойно заниматься. Также
можно до тренировки или после в баре выпить фреши, коктейли и другие здоровые напитки. Мы за здоровый образ жизни, и наш лозунг проекта «Вперед Сибай», в рамках которого фитнес открылся. Все лучше городу, все лучше сибайцам. Фитнес-программы клуба рассчитаны на людей с разным уровнем физической подготовки и разными предпочтениями в спорте. Комфортные залы с современным оборудованием отвечают любым запросам посетителей, начиная с упражнений для поддержания общего физического состояния организма и заканчивая тренировками для достижения определенных спортивных результатов. Фитнес-клуб оценили и гости, в том числе и мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, вице-чемпион соревнований «Самый сильный человек планеты» и 4-кратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Отличный центр, запах новых тренажеров, он всегда опьяняет в хорошем смысле этого слова. Вот, я надеюсь, что они прослужат очень долго, тренажеры очень качественные. Вот, и я думаю, что людям понравится. Мне нравится. Вообще кардиозона – это действительно очень важный момент для занятий в тренажерном зале, для того, чтобы разогреть суставы, организм перед нагрузкой. Это нужно обязательно. 10-15 минут, не более. Вот. Здорово. Поздравляю жителей Сибая с открытием этого спортивного центра Body Club. Пусть он прослужит долго и принесет массу пользы для жителей округа и города Сибая. Техническое открытие фитнес-клуба состоялось всего месяц назад. За короткий срок Body Club успел завоевать расположенность горожан. Сегодня в клубе тренируется более 400 человек и занять лидирующие позиции в спортивной индустрии Сибая. Кымыз турасында тәүге тапкыр безнең эрага тиклем 484 елда Геродот язып калдыра. Ул борынгы скифтарның агас күбеләрдә кымыз yetişтерүен билдәләй. Бына шулай борынгы замандардан килә башкорт кымызы. Сибай калаһында кымыз конкурсы зур сара буларак беренче тапкыр гына үтмәй. Кала башкортлары курултайы комитеты тәкъдиме буенча күтәреп алынган бу байрамга тотыш төбәктең кымыз осталары кызыксыну белдерә. Быел да алыс араларда якынайтып килүчеләр булды. Баймак районының Юмаш авылында бия бәйләүсе Исәновтарның шәхси хуҗалыгы Сибай калаһына кымызның нинди генә түрен алып килмәгән. Мин һеҙҙең алдығыҙҙа үҙебеҙҙең яҡта үҫкән һәр бер емештән эшләнгән, төрҙәренән эшләнгән ҡымыҙҙы тәҡдим итәм. Унда 30 төр ҡымыҙы шәбәп килде мин. Ул ҡымыҙҙың бар әсеһе, сөсөһө һәм емештәр һалып эшләнгән. Ҡарағатлы, сәле, баланлы, баллы, шәкәрле шундайларҙан эшләнгән. Бына 30 төр ҡымыҙ эшләнем. Мин йылҡысылыҡ белән хәҙер 13 йыл шөғөлләнәм. 2004 йылдан 13 бейә һауам. Үҙемдең шәхси хуҗалығымда тотам бейәләрҙе. Көненә 40 литр, 50 литр ҡымыҙ етештерәм. Шуны өйҙән һатам мин. Заявкалар яям, кешеләргә заказлар, туйҙарға, байрамдарға менән килеп алалар. Ҡымыҙым бөтә кешегә оҡшай, килеп торалар, алалар. Йылҡысылыҡ табышлы тармаҡ. Иҫке Сибай ауылынан Уралбаевтар үҙ эшен бер нисә биянән генә башлап алып китә. Бөгөн уларҙың ҡымыҙы иң яҡшылар рәтендә. 2015 йыл без беренсе конкурс Ауралия конкурсына килдек. Унда маҡтау грамотаһы, дипломдар алып ҡайттык. 2015 йыл Темәс ауылында башҡорт аты дигән конкурс үтте. Унда 3нсе урын алып ҡайттык. Быйыл Баймаҡ районында Һабан туйында 2нсе урын алып ҡайттык. Сибай элеваторы йәмғиәтенең махсус рәүештә йылҡысылыҡ менән шөғөлләнгән хужалығында ла килемле тармаҡтың мөмкинлектәрен ҡулдан ысҡындырмайҙар. Беҙҙә 664 баш йылҡыма бар. Шуның 110-ы һауыла, механизированный һауын, бер даярка 2-3 һауа. Ҡымыҙы үҙебеҙҙең магазин араша реализовать и топ-диспансер, торговый точкалар. Ә бына Ирәндек базаһында етештерелгән ҡымыҙҙы бөгөн кемдәр генә татып ҡарамай. Бында бейә һөтөн боронғоса бешеү ысулдарына ныҡ иғтибар бүленә. Шуға күрә лә Ирәндек ҡымыҙының таты иң үҙенсәлекле булыуы һәр ваҡыт юғары баһалана. Был юлы ла ул жюри ағзаларын әсир итте. Элек ата-бабаларыбыҙ ҡымыҙ бешкән, шуны күрһәтәбеҙ һәм сағыштырабыҙ. Сөнки хәҙер элек нисек бешкәндәр һәм хәҙер нисек бешкәндәр бер ни дә айырмай. Шул ҡул менән бешәләр һәм беҙҙең
Ирәндек база хезмәткәрләре Кала көненә арналган байрам сараһында Милли мәдәнияттәр фестивале сектарында Сибай институты һәм Сибай педагогия колледжы менән берлектә башкорт халкының көнкүрешен сагылдырды. Бында халкыбызның борынгы кәсептәрен күрһәтүсе һәр әйбер урынлы ине. Харык йөненнән басылган киемнәр, тукымы балафтар, корама юрган түшәктәр, агастан эшләнгән һавыт-һаба һәм башка кәрәк-ярактарны бүген дә яратып кулланучылар күп. Милли мәдәнияттәр фестивалендә урыс ихатаһында барган тамашаны ла халык кызыксынып караны. Был мөеште Сибай төзелеш-серлек колледжы менән Политехник колледж коллективтары әзерләгән ине. Как вы видите, сегодня мы представили все убранство русского двора. Перед вами расположена русская изба. Вы видите, что в русской избе имеются все элементы, которые украшали русскую избу в 16-18 веках. Это все необходимые блюда, кушанье, утварь, которой пользовались русские крестьянские семьи. Мөмкинлектән файдаланып, безнең кала кешеләрен, туган Сибайыбызны ихлас итеп байрам менән котлайбыз. В День города в течение всего дня работали импровизированные площадки. На аллее по улице Ленина развернулась выставка декоративно-прикладного искусства «Тайны ремесел». В ней принимали участие как коллективы организации, так и отдельные горожане и приезжие умельцы. Изделиями ручной работы можно было не только полюбоваться, но и купить тут же на месте. В числе представленного ассортимента – картины, панно, вышивки, витражи, изделия соленого теста, бисера, мягкие игрушки, интерьерные украшения, поделки из дерева, глины, гипса и многое другое. Я поздравляю всех горожан Сибая с замечательным праздником, с Днем города. Это мой родной город, и я приехала из Уфы. И сегодня я представляю свой товар мастерской «Чудо-свечи», программные свечи на привлечение и успеха, удачи в своей жизни, здоровья, защиты, очищения, привлечения клиентов, денежного роста. Ну и, конечно, желаю всем горожанам здоровья крепкого, процветания, изобилия и всех-всех благ. Особый интерес у прохожих вызвала продукция на этническую тематику. Национальные украшения, представленные предпринимателями из Уфы, так и манили представительниц прекрасной половины человечества. Мы приехали из города Уфы. Наше производство называется «Этномаркет», мы занимаемся волочными изделиями. Вот на День города сегодня в городе Сибая нас пригласили, и мы сразу приехали. А у нас изделия из войлока, также изделия ручной работы из кожи и украшения национального стиля. Интересные идеи, воплощенные в реальность, представили воспитанники учреждения дополнительного образования Сибая. Их ручные работы отличались разнообразием стилей и направлений. Я посещаю студию моды Чурашовой Ларисы. Хожу я уже давно, наверное, примерно лет уже 5-7. Вот. Мы делаем изделия ручной работы, ездим на различные конкурсы, выступаем. Мне очень нравится, это очень интересно, мы много выступаем, изделия ручной работы, они всегда ценятся, ценились. Мы представляем Центр детского творчества, это декоративно-прикладное искусство. Тут представлена художественная керамика, роспись по дереву, войлок. Тут Татьяна Александровна, очень красивые работы. Валенки, тут жилеты представлены. В День города также была организована творческая площадка в Парке Победы у фонтана. Для юных горожан состоялся конкурс рисунков. Участники с удовольствием чертили мелками на асфальте картины, посвященные любимому городу Сибай.
Сегодня педагоги Центра детского творчества провели конкурс рисунков на тему «Мой любимый город». В нашем конкурсе приняли участие более 50 детей. Каждый ребенок получил свой сладкий приз. Все были очень довольны, и педагоги, и дети, и родители. Ваши пожелания ко Дню города горожанам? Ну, самое главное, хочется пожелать здоровья, терпения нашим родителям, которые собирают своих детей в школу. Самое главное – это здоровье. Одни детки рисовали на асфальте мелом, другие устраивались в очередь к очаровательной Анастасии Мурзиковой, занимающейся аквагримом. Итак, праздничный день для многих ребят превратился в незабываемое путешествие в мир сказок. Что чаще всего выбирают детки, чтобы нанести себе на лицо? Какой рисунок? Ну, обычно девочки выбирают бабочек, сердечки, принцессы, что они обычно любят. Мальчики, ну, есть, конечно, девочки, есть исключения, девочки выбирают какие-нибудь страшилок, но вот что-то такое девочкам иногда нравится тоже. И ваши пожелания ко Дню города горожанам? Горожанам я вообще желаю, чтобы город Сибай процветал, продолжал процветать, потому что на глазах меняется, город Сибай становится более, как сказать, цивилизованным и строят новые площадки, и меня это прям радует. Погода благоприятствовала празднованию Дня города, и даже накрапывающий дождик не испортил настроение горожанам. Всех поздравляем с Днем города, будьте счастливы, радостны, пускай вам всегда будет в нашем городе комфортно жить, всего хорошего. Всем желаю процветания, чтобы город также цвел и развивался. Хотелось бы поздравить всех граждан нашего города с таким замечательным днем и пожелать всего самого светлого. Как вам праздник? Очень здорово. Бүтін Сибай халқын День города байрамы менен котлайм. Уларга саулык, бәхет, озын гомер һәм шатлык. Гел хайында кала ошолай үсешеп торган инде. Дорогие сибайцы, горожане, поздравляю вас от всей души с этим замечательным праздником, с Днем города. Город у нас чистый, замечательный, зеленый. Всем хорошего настроения, позитива и давайте соблюдать чистоту и порядок в нашем любимом, замечательном городе Сибай. Горняцкое ремесло во все времена славилось молодецкой удалью парней, занимающихся этим непростым промыслом. Работа шахтера требует большой силы и выносливости, поэтому можно смело заявлять, что наш рабочий городок дефицита в таких богатырях не испытывает. Сегодня самые могучие из них собрались здесь, на центральной площади, чтобы побороться за звание «Самый сильный человек Зауралья». Ни для кого не секрет, что соревнования по силовому экстриму позиционируют себя в спортивном мире в первую очередь как зрелищное шоу. И, надо сказать, весьма успешно. Желающих посмотреть на то, как мерятся силой местные тяжелоатлеты, в нашем городе всегда предостаточно. Однако устроить подобное шоу толпе – это в первую очередь серьезное испытание для спортсменов. Поддержать сибайских стронгменов и продемонстрировать собственный класс вне конкурсной программы прибыл один из главных популяризаторов силового экстрима в нашей стране и обладатель титула «Самый сильный человек планеты» 2005 года Эльбрус Нигматуллин. Жители города Сибая, рад вас здесь всех видеть. С праздником вас, Днем города Сибая. Сегодня у вас двойной праздник, у вас сегодня соревнования силачей. Спасибо организаторам общественной организации «Вперед Сибай», Денису Андреевичу Назарову. Спасибо ребятам. 4-й турнир подряд. Это уже говорит о том, что здесь уже есть традиция, да, на здоровое тело, на сильных, на батыров. Сегодня я буду болеть за участников, может быть, даже подсказывать им. Вот. В конце, может быть, сам попробую свои силы, если, конечно, силы останутся после разговоров. Всех с праздником! Руководство города Сибая. Хорошего дня всем! Соревноваться в силе сибайским тяжелоатлетам предстояло в двух весовых категориях – до 80 кг и выше. За 2 часа участникам необходимо было пройти несколько комплексных испытаний. Поднятие тяжелого снаряда над головой весом 65 и 75 кг соответственно, перетаскивание газовых баллонов, перекидывание гигантской шины весом 340 кг, жим штанги в положении лежа и буксировка транспорта на человеческой тяге. Так, самый молодой участник соревнований, Игорь Орлов, выступавший в весе 50 килограммов, зачастую орудовал снарядами, многократно превосходящие его по весу.
Сегодня я просто хотел выступить, просто себя посмотреть, как я выступлю на силовом виде спорта. А так я выступаю по троеборью, пауэрлифтингу. Все ребята, которые вот я знаю, там занимаются, они практически все поддерживают друг друга. И в том числе особенно мой тренер Марат. Любительские соревнования, но из таких вот, скажем так, любительских соревнований вырастают и профессиональные. То есть это хорошая тренировка, это рост для атлетов. Каждый старт дает тебе опыт соревновательный, который нигде невозможно приобрести, ни в тренажерном зале, ни во дворе дома, ни на улице. Только на соревнованиях, когда ты глаза в глаза, глядя сопернику в глаза, соревнуешься с ним в честной спортивной борьбе. Организаторы мероприятия попытались приобщить к непростому труду стронгменов и обычных зрителей. В то время как силачи переводили дух между испытаниями, в состязания включились несколько смельчаков из толпы. Суть конкурса – поднять снаряд и зафиксировать его над уровнем головы на время. Участники, да, молодцы, мальчишки, вообще, организаторам всем спасибо большое. Молодцы, вообще, мне нравится все. Я бы выделил спортсмена, который нес баллоны, и по-джентльменски развернулся и поставил вот с бородой. Тяжелый вес спортсмен. Как их зовут, не слышно нам. Мы болеем за всех спортсменов, за то, что они ведут здоровый образ жизни. Очень рады этому и поддерживаем всех спортсменов. Поздравляем всех жителей города Сибай и гостей нашего города с этим замечательным праздником, с Днем города, с завтрашним праздником, с Днем шахтера. Всех с этим праздником. Счастья, удачи, всем всего самого наилучшего. Самыми сильными людьми Зауралья по итогам соревнований стали Тимур Таштемиров, выступающий в категории до 80 кг, и Марсель Мурзин в старшей весовой категории. Все участники высоко оценили организационную составляющую мероприятия и благодарили горожан за оказанную поддержку. В кульминации силового шоу приглашенный гость, стронгмен с мировым именем Эльбрус Нигматуллин, установил новый силовой рекорд Башкортостана. Главный критерий, по которому я любые соревнования оцениваю, это количество зрителей. Вот посмотрите, сколько зрителей. Их здесь сотни, может быть даже тысячи. Вот это главное. Техническая сторона, она не столь важна. Но мы смотрим, что здесь ребята подготовились, да, есть бревно, есть колеса, то есть все атрибуты соревнований по силовому экстриму. Не знаю всех ребят пофамильно, только выборочно. Самому интересно узнать, тоже самый сильный. Почему интересуюсь? Потому что я осенью этого года, скорее всего, в Сибае, возможно, благодаря, надеюсь, поддержке общественного движения, общественной организации «Вперед Сибай», проведем здесь финальный турнир, который будет называться «Самый сильный человек Башкортостана». Я хочу пригласить самых сильных батыров со всей республики для того, чтобы выяснить самого сильного человека Башкортостана 2017 года. Это отборочный этап. Соревнования прошли очень так интересно, каждым годом растет уровень спортсменов, ребята готовятся специально, происходили разные тренировки, готовились, в принципе, очень понравились соревнования, с каждым годом растет их уровень, надеюсь, и в следующие года будет также позитивно все развиваться. Едва стих лязг железа, и горожане узнали имя своего чемпиона, на центральной площади стартовала официальная торжественная часть мероприятия. Внимание собравшихся целиком захватило театрализованное представление. Задорные песни, танцевальные номера и житейские, близкие любому горожанину мотивы в основе концертного повествования. Так масштабная театрализованная постановка, представленная коллективом концертно-театрального объединения Сибайской филармонии, напомнила гостям мероприятия историю становления нашего славного рабочего города и о лежащем в ее основе крепком союзе рабочих народов. Нежный трепет и величавая гордость за свой родной край пропитывали все творчество, составляющее программу праздничного мероприятия. Торжество посетили творческие коллективы Хайбулинского, Зелаирского, Абзелиловского районов. А одним из самых ярких и запоминающихся концертных номеров, подаренных на день рождения сибайцам, стало выступление приглашенной звезды уфимской эстрады Гульдары Шкуватовой. Егетлер кунаксың халқым, бай тарихыңды да
Наряду с приглашенными гостями порадовали своими выступлениями и артисты Сибая. Ведущие мероприятия подчеркнули, сибайская земля богата талантливыми и одаренными людьми. В официальной части мероприятия с торжественной речью перед горожанами выступил исполняющий обязанности главы городской администрации Айнур Идрисов. Он выразил глубокое убеждение, что все успехи, которые были достигнуты городом за 62 года своего существования, в первую очередь заслуга людей, самого главного богатства Сибая. А потому награды в этот день вручались многим. За многолетний добросовестный труд сибайцы получили почетные грамоты и другие награды республиканского значения. 7 горожан были отмечены ведомственными республиканскими наградами. В их числе коллектив Сибайского концертно-театрального объединения, который был награжден благодарственным письмом главы Республики Башкортостан. Более 20 человек получили грамоты городской администрации. Еще 14 сибайцев удостоились грамот Совета городского округа. Очень благодарен за то, что мой вклад скромный был оценен такой высокой наградой, почетной грамотой. Для меня это высокая награда. Очень рад, что поддерживают людей труда, тех, кто вкладывает реальный вклад в экономику. Свой профессиональный праздник в этот день отмечали и главные труженики Сибая – шахтеры. Именно их усилиями город рос и развивался. Это люди, которые каждый день совершают своеобразный подвиг, проявляют смелость, прикладывают колоссальные усилия и побеждают трудности. Произнести слова поздравления и отметить вклад в общее дело лучших специалистов комбината на главную сцену города поднялся генеральный директор сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината Яудат Бекинов. Всех с Днем города и с профессиональным праздником Днем шахтера, который очень важный для нас, для всего города в целом. В следующем году комбинат отметит 70-летие. Его славный путь – это история, это трудовые подвиги людей, работающих в нашем городе. Подводя итоги работы предприятия за первые полугодия 2017 года, можно сказать, что несмотря на экономическую нестабильность в стране и в мире, предприятию удалось сохранить объемы промышленного производства и финансовую самодостаточность. 13 специалистов коллектива сибайского филиала были отмечены почетными грамотами. Еще 8 человек получили благодарственные письма. Я, во-первых, испытываю, скажем так, гордость за себя и за своих родителей, то, что они стояли, точнее, у истоков этого комбината, они там работали, я продолжаю также в хорошем духе и желаю, чтобы все люди учились, занимались спортом и работали на комбинате, не жалели себя. День города – один из самых любимых праздников сибайцев. Торжество, которое объединяет людей независимо от их возраста, национальности и принадлежности к профессии. На площади в центре народного гуляния установилась атмосфера абсолютного единения. Все присутствующие охотно делились поздравлениями и признавались в любви родному городу. Сегодняшний праздник нам безумно нравится. Во-первых, в городе очень весело, очень интересно, очень много молодежи. В этот праздник я хочу всем семейного счастья, благополучия и процветания нашего города. Всех поздравляю с Днем города, здоровья, счастья, процветания города. Он очень большой и просторный. Люди добрые. Бүгінгі байрамда бүте қалалағы халығы дегенде ештәрісін дур байрам өткәрелә. Шул байрамдың теләктәрем инде байрамда бүте әле ныклы хаулык, гаилә бәхете. Для вручения этой высокой награды на сцену много построили домов, город весь преобразился, красивый стал. Положительно очень. Спасибо большой. Поздравляю всех жителей города Сибая с Днем города. Желаю благополучия, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Ближе к вечеру горожан и гостей города традиционно ожидал праздничный концерт под названием «Поющий и танцующий Сибай». Местные таланты, приезжие из других районов и городов, приготовили для зрителей массу красочных номеров.
Мин әлбәттә шатмын. Сибайда ошондай зур сәхнәләр килеп, кала көненә кешеләрне котлап, кунакларны котлап, килеп йырлап китүемә бик шатмын әлбәттә. Һәм инде минең котлап киткем килә Сибай халкын, Сибайга килгән кунакларны. Уларга теләйм һаулык, бәхет, изгелек. Һәм инде Сибайга рәхмәт ошондай зур-зур мероприятия оештыргандарына. Я являюсь руководителем народного вокального ансамбля «Русская песня». Мой коллектив уже существует более 20 лет. Много песен в нашем репертуаре. У меня девчата очень любят русскую песню. В районе наш коллектив пользуется очень большой популярностью. Мы являемся участниками республиканских зональных конкурсов. И песня – это душа наших сердец. Но мы приехали сегодня в Сибай с музыкальным подарком, поздравить горожан с этим прекрасным праздником. Пусть город Сибай процветает и в дальнейшем, а мы постараемся радовать его своими выступлениями. Спасибо вам! С праздником, Сибай! Бүгінгі концертта мен Сибайыма бағышланған ерді ерлайым. Өзімнің ерім мамаша Сибайды байрамымен құтлап, яшеген халығына эшләрендә уңыштар, дөрләп яшәргә язсын һәм барыгызга байрам менән. Мы приехали с Хайбинского района из села Акьяр, чтобы поздравить сибайцев с этим замечательным праздником, с Днем города. Дорогим сибайцам мы хотим пожелать, конечно же, здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. Сегодня мы приехали с концертной программой, и я думаю, она пришлась по душе каждому человеку. Певцы и танцоры зажигали своими номерами весь город, а среди зрителей можно было увидеть много интересных людей. Я приехал из Ганы, здесь проживаю в санатории. Узнав, что сегодня у этого города праздник, поспешил быстрее узреть это своими глазами. Сибай – красивый город. Хочу всех поздравить с праздником. Legacies, family, way see, pockets full, down, selling ball, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, they make a bullet, you bandit, hope the killers understand. Тонны энергичной музыки и зажигательные номера никого не оставили равнодушными. Многие пришли на центральную площадь, чтобы посмотреть выступление приглашенного из Москвы диджея Паши Холода. Его танцевальные треки стали завершающим этапом празднования Дня города. Спасибо большое за приглашение к проекту «Вперед, Сибай». Спасибо вам. Я надеюсь, оправдаю ваши надежды. На самом деле, для меня большой сюрприз сегодня то, что я буду сам играть. Немного нестандартно, то что разные аудитории и возраста, поэтому я надеюсь, вы меня поддержите и постараюсь по максимуму сделать вам хорошее настроение. Поехали!